Сейчас мы находимся рядом с музеем Сибирского тракта в селе Дебесы. И это является как бы имиджевой или характеристикой села Дебес. И об этом музее нам расскажет директор музея Евгений Юрьевич рядом со мной. Евгений Юрьевич, расскажите нам, когда, как и что. Наш музей располагается в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Это этапная изба до появления железной дороги для пересыльных. Также ее называют бывшей казарма нижних чинов конно-этапного пути Сибирского тракта. И здание построено в 1822 году. С 1991 года в нем располагается музей. Небольшой обзорную экскурсию. Так, чем вообще примечательно еще наше село Дебесы? В селе Дебесы соединились две ветки Сибирского тракта, южная и северная ветка. Южная ветка начиналась из Москвы, а северная из Петербурга. И в Дебесах, в центре села Дебесы, эти две ветки соединились, и дальше в Сибирь идет один большой сибирский тракт. Итак, дорога была изначально почтовая, торговая, также она служила как государева дорога, то есть для того, чтобы можно было управлять страной, да, отправлять указы. И позже также приобрела и кандальную историю. Так как я уже сказала, что дорога была почтовая, примерно через каждые 25-30 верст были установлены почтовые станции. А в Дебесах также были почтовые станции. К сожалению, здание ныне уже утрачено. То есть, уже стоит показать фотографию. У нас присутствуют предметы, которые связаны как раз и с почтой. Это и колеса от телег, и почтовые ящики. Также у нас имеются конная упряжь, так как все-таки по территории, так скажем, Вятской губернии перевозили почту именно на почтовых тройках, на лошадях. Имеется даже небольшая коллекция колокольчиков, так скажем. Это у нас бубенчик. Здесь у нас колокольчики. Можно даже их послушать, как они звенят. То есть колокольчики, да, почтовые колокольчики было слышно уже примерно за 5 верст. То есть, таким образом, и на почтовой станции уже готовились встречать, менять лошадей, встречать груз, да, и чтобы быстрее. А много экспонатов у вас? Экспонатов у нас в музее примерно 4000. Часть из них связана с историей Сибирского тракта, часть связана как раз-таки с историей Дебесского района. В третьем зале у нас как раз расположены предметы быта, этнографии, которые были найдены, как раз собраны в экспедициях по исчезнувшим деревням. А сейчас мы приехали на место исчезнувшей деревни с интересным названием Пор-Турнес, что оказывается сложное название по речке Турнес. Вот об этом нам поведают наши краеведы. Деревня, точнее, это официально назывался населенный пункт как починок по речке Турнес. Но поскольку у нас писари лентяи были, в конце концов они начали писать просто по первым буквам, да? Да, а потом слитное, вот получилось такое название. Да, у нас один такой, как его назвать-то,
занимался топонимикой. В общем, человек, ономастика, значит, и он заявил такую теорию, разгадал, что да? это нет, он это говорит, что это поры сюда пришли, то есть марийцы. Но на самом деле все было очень просто. Дело в том, что вот у нас конкретные данные есть, архивные, Кировский архив, это первые ну, там, переписи, ревизские сказки начала 19 века. Вот, после того, как была введена в строй петербургская ветка Сибирского тракта, она соединилась с московской в селе Дебесы, и вот прошла эта петербургская ветка по старинному населенному пункту Варни, деревне Варни. И, соответственно, жить стало очень плохо, проходной двор фактически, люди туда-сюда ездят, и очень многие просто-напросто удмурты переселились подальше от этой дороги. Были основаны, вот в частности, починок по речке Турнес, потом деревня Турнес, Березовская, старое название, это у нас Нумы-Рейс, Вернинский починок, еще другое название. И Лесогуд, вот 1802, 3, 4 год они постепенно переселялись и основывались. Починок большой был? Или Он довольно большой. Примерно дворов? Где-то было 25-28, по-моему, так. Отлично, да. Тут не был совсем. Так И даже порт Турнес был центром сельского совета. да, В некоторых документах встречается название «По речке Турнесский сельский совет». да. Странно вообще так. Ну а так тоже деревня уже у нас, я вот помню, еще в 70-е она довольно хорошая была, живая деревня, а конец 70-х и 80-е годы все. В те времена очень много у нас деревень завершили свое существование, так сказать. Так как Все называемые ехали в неперспективные город. деревни, Да, 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 политика да. была. Был план, у нас был даже подготовлен план развития этого социально-экономического развития Дебесского района. Ну, это не только в Дебесском районе. Михаил Иванович Шишкин тут у нас Да, первый. мы помним Михаила Шишкина, да, вместе с ним работали, Вот, в да. Доме ученых. И он как раз это представил весь план неперспективных этих деревень. Чтобы И вот мы приехали на новое место, живописное место, как вы видите, и пруд здесь, и домик, база отдыха. А в этом месте располагалась деревня Малая Легзя, или по-удмуртски Легзя Починок. Об этой деревне нам расскажет Роза Валерьевна и Сергей Гловацких. По данной первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1895 году в этой деревне проживало 92 человека, а уже в 1931 году 139 человек, насчитывалось 28 дворов. Через год на один дом увеличилось количество, и жителей стало 148 человек. На моей памяти этой деревни я уже не помню, потому что находился где-то, наверное, в начале 60-х или в конце 60-х, где-то около этого времени. Когда укрупнение колхозов Да, было, да, вот эта политика правительства была такая, что неперспективная деревня. централизацию начали делать, и на одну усадьбу. Эта политика, да, вот процветала, в это время люди стали разъезжаться из этих деревень, из малых деревень. И, как я сказал, уже на моей памяти вот 6 деревень кончилось на территории нашего сельского совета или колхоза лесного. Снова приехали на другое место исчезнувшей деревни. Исчезнувшая деревня называлась Кибагурт. Об этом нам рассказывает Сергей и Роза Валерьевна, библиотекарь Большесетымской библиотеки. Сергей, расскажите нам об этой деревне. Ну, эта деревня, как уже Роза Валерьевна сказала, была образована Лапиным
жителям соседней деревни тут как? Дети деревни недалеко друг от друга были. Вот деревня еще большая, Малая Легза, которая была Легза Починок называлась. Вот. И молодежь разговаривали эти с теми, те с Легзи и договаривались о встрече где-нибудь так специалист. Между деревнями, Да, да? между Тут деревнями. одна улица была, да, или? Одна улица улица, да. была. Вот она И- проходила по этому гору, а там ниже ключи были, и там все. А липа была тогда еще росла, да? Да, ну липа она давно уже, на моей памяти она постоянно большая такая была. Вот. Вековое дерево уже, да, получается? Ворота, говорили, тут были. Да, А, вот ворота были, сюда да? дорога проходила вот из Бибангурта, вот дорога Вот по 2 полю, сотни. да. Она проходила сюда, а выходила дорога через те ворота. Вот. И вот мы оказались в деревне Бибангурт. А что интересно тут нового? Интересного нам сейчас поведают наши местные краеведы Роза Валерьевна и Сергей. Удмуртское название этой деревни Кельмекей. Деревня была образована в первой половине XIX века выходцами из села Дебесы удмуртами. Основана деревня при Речкой. при ключе Кельмеке. Поэтому удмуртское название деревни, думаю, называется Кельмекей. В 1895 году здесь проживало 203 человека. В 1924 году был образован Бибангурский сельский совет. И сюда входило очень много деревень. Агеево, Малый Зетым, Каравай, Кечгурт, Левангурт, Малая Легджа, Хутор Пробуждение, Сылыш, Кибагурт, Увай-Медла. В 1925 году этот сельсовет был разукрупнен в Вариковский и Бибангуртский. И в 1953-1954 года был объединен с Большезетымским и Шуралутскими сельскими советами. В 1931 году образовался колхоз «Красный клевер» в составе 32 хозяйств. На 1 января 1933 года насчитывалось 39 дворов. В деревне в 50-е годы были магазин, клуб, веткур, школа, овцеферма. Просуществовала деревня до середины 80-х годов. А какие культурные объекты здесь были? Ну, И социальные? сельский дом культуры был, он построен был где-то в конце 60-х, наверное, годов. До сельского дома культуры была изба читальная, которую посещали люди, там крыльцо выходило прямо на улицу, заходили туда. А рядом с избой читальной был мой родной дом. Также была школа, которую тоже сейчас нет ее уже, но по сельсовету, то, что сказала Роза Валерьевна, он в деревне, в 30-е годы, как говорят. Деревня, значит, располагалась, 2 улицы было, по той стороне улица и по этой стороне улица. Ту улицу называли Купалом, как я уже сказал. Домов там, при мне, один только дом я еще помню, но домов там было где-то штук 6-7, наверное, домов стояли. Даже вот тут вот еще остатки домов были. Тут вот в конце деревни была представлена эта сушилка. А сушилка была, как она, шахтная, что ли, говорят. Большая печь, с печи жар ходил под ящики. Значит, ящики зерно ложились, 16 ящиков было. Вот мы в детстве работали там. Дальше этот склад был. Теперь мы находились там, он возле речки. Вот мы приехали на место деревни Коровай. Кругом одни поля распаханные, а на месте деревни остался один кустик, который напоминает, что здесь была когда-то деревня. Об этой деревне Коровай мы сейчас послушаем наших краеведов Сергея и Розу Валерьевну. Деревня Каравай основана удмуртскими крестьянами-переселенцами из села Дебесы в первой половине XIX века. В 1895 году
Здесь проживало 161 человек. В 1931 году образовался колхоз «Социалистический хлебороб». В это время в деревне насчитывалось 33 хозяйства, 158 едоков, то есть жителей. Количество лошадей насчитывалось 23, свиней 6, коров 33 головы. В 1931 году было 31 хозяйство, на одно хозяйство меньше. А в 1933 году домов увеличилось на 2 числа. В 1973 году была переоценка деревень, и деревню сочли неперспективной. Люди стали разъезжаться, и в 1976 году деревня была официально снята с учета. Спасибо, интересная информация. Ну, деревня, я как говорил уже, во всех деревнях были пруды, мельницы стояли. Здесь вот в лесу стояла мельница деревенская, Привальская. Сейчас там частный пруд. Ну, мельницы нет, конечно, уже. Ну, что еще? Животноводческих ферм, кроме конефермы, тут не было ничего, только конный двор был. Располагался на конце вот этой улицы, вон там, вон на конце деревни. За речкой тут тоже вон дом, 1 или 2 ли дома было, вот где кусты стоят. И жителей, кто жил тут, значит, за речкой, звали Тупалами. Тупал это за рекой, значит. Ты жил за рекой тут, Ишин Николай Александрович, который переехал в Бибангурт, и все, он всегда смеялся, что Карва я жил на Тупале, и в Бибангурте на Тупале живу. Он тоже Тупал, да? Да, был? да. Вот мы на новом месте, рядом родничок обустраивается, но еще заброшенный. Эта деревня называлась Нимошур. Да. И об этой деревне нам расскажут местные краеведы, библиотекарь Антонида Алексеевна. Антонида Алексеевна. Антонида Алексеевна и Роза Максимовна. Максимовна. Ну, я хочу рассказать немножко историю этой деревни. Эта деревня была образована из деревни Старая Дзилья. Она, вот мы проезжали, она была на Угоре. И тракт лежал до Дебёс. Из русских деревень на Дебёсский базар ездили русские. И, говорит, иногда и изгородь сломают, иногда и лошадь выпустят. Но иногда, видимо, и кое-что другое причиняли. И вот решили жители переехать за речку Дзилинку туда. Несколько хозяйств, а несколько хозяйств вот сюда подальше уехали. И образовалась эта деревня Нимошур в 1867 году. Это по описи уже мы знаем. А может, она и раньше образовалась, кто его знает. Но жили они дружно. Сначала была деревня небольшая, это из 5 хозяйств маломощных, переехавших. Ну и подселялись, потом все равно жизнь продолжается, сыновья вырастают, новые семьи, обустраивались, лес рубили вот на полянке уже как, зерно сеяли, хлеб убирали. И вот так потихонечку деревня зажила. Ну, самое интересное в этой деревне то, что в этой деревне первым образовался колхоз в районе. Она называлась Красная коммуна. Колонна. Колонна. Из 5 маломощных хозяйств в 28 году, даже вот у меня записано в альбоме это, так, в 20 году даже, деревня Нимошур из 5 маломощных хозяйств организовали ТОС под названием Красная колонна. Первыми вошли в артель Ложкин Николай Иосифович, организатор этой коммуны, Ложкин Александр, это его брат, Ложкин Григорий Иванович, Ложкина Анна, у которой муж был членом партии, расстрелян белыми, похоронен в селе Сосновка Шарканского района. Но они потом переехали, потому что невозможно стало им жить, не дали. Анна Мироновна, баба моя. Данная коммуна недалеко от деревни образовала хуторок, который существовал 3 года. В 28 году под руководством малограмотного крестьянина-коммуниста
Николая Иосифовича, с 18 года рождения он был, коммуна была вновь восстановлена. В 29 году приняли устав коллективного хозяйства и назвали артель «Красная колонна». Почти все жители вступили в колхоз. После организации колхоза с помощью государства колхоз стал приобретать сельхозтехнику, одноконные. Сейчас я вам предоставляю слово Розе Максимовне Ложкиной. Она здесь родилась в 1936 году. Всю свою трудовую деятельность, и детство, и юность она тут провела. Она знает больше и расскажет вам интересные факты. Вот Монторичко, Наталья баба, мы нам коммунистка вылем. В Пекровке. Сопи организовать кариста колхозес. Юстис Николай Вытов. И ты не организовать каждый колхоз в 29-м. И двухэтажный 16-квартирный корка пукто. Отти тяло частный дом йостес, кин коммунистёс частный дом йостес, отти то все общий корка. На строительство. Пукто суе, те завод построить каро. Заводын тыл лесте, тыл шоте завод. Именно со 16-квартирной корка, а со застасник был. И со завод пыжно иде, со тылно шоте. Ужан потны гудок пешотевал, ну на жебертный гудок леш айзуен берты. Ждажо 5 гудок шоте, столовой вылем, столовое шишкын шоберто ужашиос. Фикус сад тужбаджим певал, передовой есе, со садулын пе учалтовал. Если он идти заработал маке, ты не давал, садулевал пукшоно. Уж гидвал, парч гидвал, как вот он тази и тази парчки. Сере этот коровник вал, сере вал гидвал. Сере бен вукуез верайни, пуцаш конец как полос верайни. Сере школа начальная вал. 7-летняя школа вал. Столовой. Наверное, ты столовой Хокряков Марункарис. Еще дебесин милям тылена библиотека тылия. Самой что не можешь урить, тоже нуем пётчи. Серед нея вечера то там углык тымна. Колхозный клуб вал. Клуб вал. Контора со двухэтажной корками контора вал. И вот и медпункт вал. Да, деревня-то исчезла. И причина какая? Деревня исчезла, но все вывезли. В 76-м. Скотных дворов не стало, школы не стало, клуба не стало, медпункта не стало. Работать некуда идти. Вот и остальные, вот в основном это пожилое население уже выехали в близлежащие деревни, так как Гурт. Большинство выехали в Старый Ключ. Ну и в 81-м или 82-м вот эта деревня официально была закрыта. Снята с учета. Да. Спасибо.